осмотреть и зафиксировать нарушения. Вот, пожалуй, и все, что сегодня может сделать государственная инспекция по экологической и технической безопасности. Никаких мер воздействия на нарушителей фактически нет. Решения судов застройщиками не исполняются, а снести незаконные постройки не позволяет законодательство. Поэтому надеяться инспекторам приходится лишь на сознательность стройкомпаний. Однако этими качествами обладают далеко не все из них. К примеру, вот эта пристройка к дому признана судом незаконной. Фемида наложила штраф 20 тысяч сомов, жильцы его выплатили и продолжают жить, как жили. Устранять нарушения они не намерены. Мы считаем, что эта постройка законна. Мы ее сделали облегченной. Это не капитальное строительство. Документы у нас есть. Есть согласие жильцов. И поэтому сносить мы ничего не будем. И таких пристроек по городу Бишкек сейчас зарегистрировано 18. Куда сложнее с многоэтажными домами. Их в производстве госэкотехинспекции сегодня числится примерно столько же. Выполнять предписания застройщики не планируют. Но удивляет даже не это, говорят инспекторы. Сами государственные органы мешают борьбе с нарушителями. С нашей стороны мы дали письмо в водоканал, чтобы отключить воду. И с представителем водоканала тоже приезжали, тоже закрыто, игнорируют, не пускают вообще. Потом у нас есть отдел энергонадзор, тоже оформили письмо, чтобы отключили от сетей энергоснабжения. Ну, потом отправили в Западный РЭС. Ну, Западный РЭС дал нам письмо, что отключили. Но потом я приехал, но все равно свет не был отключен. Потом второй раз оформили письмо и сам под этим выехал туда, в Западный РЭС. И представителям приехали. Потом мы отключили, там есть детсад, есть щитовой. И отсюда вот выняли вот эти, автоматы. Вот после этого объект уже стал. Инспекторы говорят, что уже обратились в правительство с просьбой помочь в борьбе с нарушителями. Несовершенство законодательства не дает возможности адекватно наказать за незаконное строительство. Если нет возможности организовать принудительный снос таких построек, владельцев недвижимости нужно хотя бы наказывать рублем. Но не формально, а чтобы застройщик почувствовал силу государственных органов. Центральным аппаратом госэкотехинспекции разрабатывается ряд мероприятий по увеличению штрафных санкций. Потому что пока мы не будем увеличивать штрафные санкции, говорить о порядочности строительства невозможно. Только при наличии больших штрафов строитель будет прежде думать, чем начать строительство. В данный момент у нас на юрлиц максимальный штраф 20 тысяч сомов. Мы совместно с юротделом центрального аппарата разработали проект, который подразумевает увеличение штрафов до 20% от проектно-сметной стоимости. Однако в правительстве пока никак не отреагировали на эти просьбы. Документ продолжает пылиться в кабинетах. Сколько новых нарушений появится к тому моменту, пока чиновники приступят к рассмотрению предложений гостехинспекции, неизвестно. Игорь Потанин, Владимир Кубалдиев, НТС.